В этом году на развитие сельского хозяйства выделено более 36 миллионов рублей. По поручению президента Рауля Хаджимба первая весенняя пахота проводится за счет бюджетных средств. К работе уже приступили. По республике будет спахано 3150 гектаров земли. Самые большие сельхозрайоны – Ачимчирский – 680 гектаров и Гудаутский – 570 гектаров. На сегодняшний день из запланированного объема работы спахано 1106 гектаров. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил, что государство и дальше будет развивать сельское хозяйство. Уже на этой неделе будет выделено более 10 миллионов рублей. В 2015 году бюджет Минсельхоза был на уровне 45 миллионов. В прошлом году эта сумма уже составляла порядка 70 миллионов без малого. На этот год мы предусмотрели сумму в 100 миллионов рублей. Помимо этого, кроме запланированной расходной части бюджета, мы еще из резерва и правительства, и президента регулярно оказываем точную поддержку. Беслан Барцыц также отметил, что на первую весеннюю пахоту средства выделены из резерва президента. Премьер добавил, что сбор денежных средств за работу все равно взимается. Все причастные к незаконному сбору будут наказаны. Мы объявили, что все расходы, связанные с первой вспашкой, государство берет на себя. Мы реально это делаем, хочу вам официально заявить. Деньги уже спущены. Первая часть, связанная с приобретением горюче-смазочных материалов, деньги уже дошли до вас. Второй этап, связанный с заработной платой и так далее, это вторым этапом тоже деньги до вас доведен. Но скажу вам прямо, что мы иногда слышим, что на местах продолжаются сборы денег за пахоту. И если это имеет место быть, я вам официально говорю, что будете нести персональную ответственность те руководители, которые допускают это. Возможно, что-то вам неизвестно. Возможно, ваши трактористы что-то до вас не доводят. Но я прошу взять эту ситуацию под контроль. Невозможно такое, чтобы и государство выделяло деньги, и селяне платили за пахоту. Первую пахоту мы делаем бесплатно. Министр сельского хозяйства Даур Тарба представил подробную информацию о проделанной работе. По Гагрскому району вспахано 80 гектаров на вчерашний день. По Гудаутскому району 326 гектаров. По Сухумскому району 10 гектаров. По Гульрипскому району 110 гектаров, по Ачимчирскому району 170 гектаров, по Корчальскому району 190 гектаров, по Гальскому району 220 гектаров. Итого на вчерашний день вспахано 1106 гектаров. Из 3000 запланировано. Так точно. По словам министра сельского хозяйства Даура Тарба, сельхозтехника эксплуатируется более 10 лет. Она неисправна и нуждается в частом ремонте. Он добавил, что в этом году удалось приобрести навесное оборудование для машино-тракторных станций. То оборудование, которое пришло, на самом деле они сделаны из высококачественной стали. Она на самом деле для наших почв. И она в полном объеме задействована. Сейчас плуги наши все в работе. Посевные начнутся, сеялки готовые, культиватор. Все, что мы завезли на сумму 10 миллионов 424 тысячи рублей. Не будь этого оборудования, у нас были бы серьезные проблемы. Министр рассказал о развитии чайного производства. Так, по его словам, в агрофирмах сел Лыхны, Дурипш и Кутол в этом году уже собран чай на 500 гектарах земли. В этом году в селе Кутол Ачимчирского района сгорело 13 гектаров чая. В селе Лыхны Гудаутского района 5 гектаров. В каждом районе сгорело 5-6 гектаров фруктовых садов. Министр сельского хозяйства отметил, что такими темпами через 5-6 лет никаких насаждений у нас не останется. Наши граждане идут и поджигают наши чайные плантации. Вот за каждой чайной плантацией ставят охранников, что никогда такого не было. В связи с этим, уважаемый Беслан Константинович, мы обратились с соответствующим письмом к главам администрации этих двух районов, чтобы они нам оказали помощь, и управление сельского хозяйства. Мы с общими усилиями должны сохранить эти чайные плантации. Даур Тарба назвал еще одну серьезную угрозу для растениеводства. Это насекомые-вредители. Уже потрачено 8 миллионов рублей для решения этой проблемы. По заявке Республиканского унитарного предприятия по защите растений в этом году уже выплачено на приобретение соответствующих химикатов на сумму 2,5 миллиона рублей. Эти химикаты розданы по районам, распределены и так далее. Но буквально последняя неделя ведется лечение по Бзыбскому ущелью, где задействованы были и Гагрская МТС, и они просили технику. Мы, экологическая служба, мы всегда готовы предоставить им соответствующую технику. На сегодняшний день они запросили, опять-таки, из своего бюджета
8 миллионов, еще 2 миллиона 800 тысяч. Мы соответствующее письмо послали в Минфин. На встрече обсудили тему многолетних насаждений. Задолженность перед руководителями групп по уходу за многолетними насаждениями в настоящее время составляет более 12 миллионов рублей. За ранее выполненные объемы работ в размере 74 миллиона, они выплачены. Остались на сегодняшний день 12 миллионов 538 тысяч. Вообще вопрос логичный встает. А за что вообще мы долги выплачиваем, если этих садов нет? Ну, опять-таки, руководство страны, когда новое руководство пришло, когда провели ревизию такую, как бы обозначены были эти долги выплачиваются. Как раз таки, вот Беслан Константинович, уважаемый, здесь сидит, мы из своего бюджета в этом году выплатили 7 миллионов, а в прошлом году мы выплатили 10 миллионов из бюджета Министерства сельского хозяйства, хотя у нас этих денег, вы знаете, в каком состоянии находимся. Одним словом, кампания и ревизия этих фруктовых насаждений на стадии завершения, остались какие-то правовые моменты. В Учимчирском районе запущен проект по поддержке скотоводства. Завезено 450 голов крупнорогатого скота. Даур Тарба сообщил, что в пути еще 450 голов. В данный проект входит строительство малого завода для производства мяса и молока. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.